Дорогие ребята, будущие летчики и будущие космонавты, сегодня вы находитесь в Центре подготовки космонавтов. Вы участники и победители замечательного конкурса «Взгляд в небо». Посмотрите, как тренируются космонавты, как они проходят свой жизненный путь от молодых летчиков до очень опытных космонавтов. От имени Авиасоюза России и компании «Роститан» мы поздравляем вас, как участников и победителей конкурса, в замечательной акции. Выражаем особую благодарность правительству Республики Коми в лице главы Республики Коми Сергея Анатольевича Гапликова, первого заместителя председателя правительства Максимовой Ларисы Владимировны, заместителю председателя правительства Михальченковой Натальи Алексеевны. Особую благодарность в проведении этого мероприятия, его организации и сопровождении надо отметить авиакомпанию Коми Авиатранс и лично Пономарева Александра Николаевича. Проводимое мероприятие сопровождалось ведущим информационным агентством Республики Коми БНК, который на своем издании, на своих страницах в интернет показывал замечательные работы ребят. Это видела вся республика, это видела вся страна. И, конечно же, это видит весь мир. Ребята, девчата, первый скользкий, идем очень аккуратненько, не торопимся. Вещи не забыли, ребята? Ну, все началось с того, что лазил по интернету, как и многие мои сверстники. Там обнаружил конкурс от БНК, начал размышлять по поводу принятия участия в этом конкурсе. Планируешь ли ты себя с небом связывать? Я об этом не думала, я как бы хотела связать свою жизнь с литературой или искусством, поэтому как-то повезло просто. Ребята сразу очень сильно обрадовались. Ой, не зря видеоролик делал. Конечно, они очень рады и сегодня удачи желали прямо. Училась раньше в гимназии искусств, и как бы я художник, почти, не доучившись. И, естественно, формат работы это была картина. Я не остановился ни на чем и решил, что сделаю и рисунок, и стих. Ну и для надежности, как говорится, прикреплю пару фотографий. 13. Да. Ну, вообще я больше писатель, я там и стихи писал, и в конкурсах многих на сочинения тоже участвовал. И художник из меня не очень. Из-за этого написал эссе. А у меня были работы, как раз связанные с космосом. Я рисовала их специально для кабинета нашего физики и астрономии. И вот мы решили, что эти работы можно отправить на конкурс. Я вижу себя пилотом гражданской авиации, ну, на данный момент. Я думаю, все получится. Девушка, ну, просто пробиться в авиацию. Именно в небо. Я знаю, но сложности это весело. Это представительство Республики Коми при президенте Российской Федерации. Отсюда осуществляется руководство управления республики за ее пределами, да, когда глава республики, председатель Госсовета прилетают сюда на работу в Москву, здесь у них есть кабинеты, здесь они живут, здесь они работают. Деловой центр – это организация, которая обеспечивает полностью содержание этого комплекса, проводит мероприятия по заказу республики, проводит отчасти коммерческие мероприятия в этих же стенах, которые вы увидите, ну и плюс эксплуатирует гостиницу и ресторан. Еще одна принимающая сторона – Новиков Алексей Алексеевич, руководитель администрации Авиасоюза России. Тут есть Немного экспозиций, связанных с народным творчеством. Здесь проходят иногда мастер-классы где по изготовлению каких-то художественных поделок. Иногда пельняне здесь готовят. В общем, в основном это направлено на наше землячество. Мраморный зал. Здесь разные торжества проходят, видите, там столы накрыты. Поэтому там гардероб. Пойдемте еще вам конференц-зал. И мы здесь проводим разные тоже мероприятия. И землячество собирается. Ветеранов иногда чествуем. И студенты собираются, те, кто из республики в Москве учится. Вы, кстати, имейте в виду, кто поступит здесь в Москве учиться, то вот мы являемся вашим домом. Стараемся собирать и на праздники. Сцены импровизированные прямо здесь. Кто-то выступает, либо из республики, коллективы, солисты, либо местные московские. В общем, бывает весело.
14 декабря, буквально недавно, экипаж, который был на орбите более 4 месяцев, вернулся на Землю. И сейчас проходит реабилитацию. Космонавт наш российский, как командир экипажа, находится на реабилитации в нашем звездном городке. Американцы, европейцы находятся у себя в странах, все свои системы реабилитации. И 17 декабря новый экипаж, который уже был готов к полету, сдал экзамены все, сменил предыдущий и полетел на станцию. Сейчас там находится 6 человек, пока не успели повесить фотографию просто. А так там уже 6 человек. И это, в принципе, нормально. Станция довольно большая, ее площадь общая, ими жилая, почти 1000 метров кубических, поэтому места достаточно, где можно находиться. Есть часть российская станция, есть часть американская, то есть мы работаем у себя, американцы у себя, но все друг другу ходят в гости. Нельзя закрыть люки между собой, к нам не ходите, к нам не ходите. Санкций ничего там нету, да, границ никаких нет. Всем одна большая космическая семья. Космический язык называется у нас рунглиш. Это русский и английский вместе. То есть наши космонавты учат язык все английский, иностранцы учат язык все русский. Почему? Потому что все-таки наш центр это российский, все корабли наши российские, кнопочки все на русском языке, почему нужно все знать русский язык обязательно. Там космонавт готовится к своему полету, к первому, в среднем от 8 до 10 лет. Это очень длинная подготовка, потому что очень большой объем информации нужно выучить на Земле. Вот этот экипаж у нас полетел сейчас в космос, который будет 17 декабря. Дублеры остались на Земле. И следующий экипаж у нас будет уже этот основной, а у них будут свои дублеры. Так каждый меняет предыдущий. Видите, корабль черненький висит, да, фотография? Беленькая часть корабля с батареями солнечными, как с крыльями, это та часть, где находится двигатель. Вот этого отсека здесь у нас нет. Вот эта нижняя часть корабля в нашем зале, это отсек называется командный модуль, либо спусковой аппарат. Это та часть корабля, где находится у наших космонавтов во время полета. От Земли до стыковки со станцией, также обратно. Ну, как вам так, на вскидку, корабль большой? Нет? Места много внутри? Нет. Для троих космонавтов, да? Конечно, не так уж много мест, но для космонавтов места достаточно. Есть корабль наш небольшой, конечно, есть определенные параметры у космонавтов по росту и по весу. Вот как вы считаете, какой максимальный рост разрешен для полета? Метр 70? Больше. Меньше пошли, да? Уже можно больше даже. Максимальный рост сейчас разрешен для полета 1,90 м. В принципе, здорово, да? Да. То есть, но интересно то, что наш рост всегда меряют стоя, космонавтов меряют сидя. Почему? Потому что космонавтов внутри этого корабля, все кресла в корабле одинаковы по размеру. Поэтому очень важно его рост сидя измерять именно длину позвоночника. Длина позвонка должна не превышать 99 сантиметров. Если позвоночник будет больше, кресло уже так не влезете. Влезете, может быть, но с трудом. А когда космонавт находится в космосе, летает где-то примерно полгода, за это время в космосе космонавт вырастает на 3-4 сантиметра. Поэтому очень важно в это кресло влезть при посадке, да? Потому что домой тоже хочется. Ползком в него ползаете, ползком. Открывайте люк между отсеками, спускаетесь вниз. Один сел, второй, третий. Пристегнулись, проверили систему корабля. Скафандр подключили уже к системе жизнеобеспечения. Такое очень много количество, довольно-таки большое количество времени. И идет после этого еще старше часов. То есть, получается, уже 8 часов находитесь в корабле в позе эмбриона. Сможете? Сможете. Когда люки закроют, выйти некуда. Все смогли. Тренажер очень такой важный космонавт, который тренирует вестибулярный аппарат. Да. Это кресло до сих пор используется, только не такое, оно стало уже более современным, но в принципе это та же самая технология. Всем знаком кресло, да? Слышали, они увидели кто-нибудь? Не пробовал никто? Это кресло вращается вокруг оси. Он должен в этом кресле просидеть 10 минут, космонавт именно. Еще головой. Да, его пристегивать обязательно, чтобы никуда уже не убежал. И вот во время вращения начинает вот так вот вращаться, закрытыми глазами, делать движение. Левым ухом левым плечом встает, правым плечом, потом есть такие еще движения. Во время вращения вниз-вверх делаешь такие движения. То есть разные абсолютно ощущения. Вот. Но это только у нашего. В центре есть такое кресло, например, наши там иностранные коллеги такое кресло не проходят. Они либо там медикаменты там употребляют, либо там уколы делают. Я взлетаю, а потом наверху пробуем, привыкаем понемножку, ну каждый. Да, это самое. Летаем с вами в аэропорт Адлер, в Сочи были? Да. А это кабина чего? Это Boeing 737. Boeing 737. А еще какие есть, вы сказали, у вас 3 модификации? 500 версия, еще есть Сан-148, вот такая. Вот. Что больше всего впечатлило? Что вот удивило, может быть, что ты не знал? Ну, больше всего впечатлило то, какое внимание уделяют в нашей стране подготовке космонавтам, какую технику используют, какие приборы, технологии и многое другое. Как думаешь, получится летать в реальности на настоящем Боинге с 300 пассажирами за спиной? Если захотеть, то все получится. Для меня самым необычным было то, что вот этот тренажер, он очень чувствителен. Было серьезно страшно. Вот малейшее движение, и все уже потеряно равновесие. Круто просто.
И эти ощущения сохраняются еще со вчерашнего полета коми-ветранцами. Но сейчас, при посещении станции, как бы очень много новых впечатлений, очень много нового увидел, поэтому услышал то, что никогда не знал, никогда не слышал, и все это так прямо, даже не знаю, как описать, столько эмоций. Напомните, да, как доширак, который сухая считается? И вот этот автомат для ее приготовления. Одеваем на носик пакет, горячая вода, холодная вода. Здесь мы набираем сколько нужно воды. Такой температуры все мы набираем, и все заливается в пакет специальный. Минут 15 готовится, и уже можно сразу кушать. Кто мне скажет, что вот это такое? Где? Вытяжка какая-нибудь. Первый кто сказал вытяжка? Я. Жарить что-нибудь. Жарить. Ну, обычно так гриль там. Да. Это называется крошка-улавливатель, это пылесос. Он засасывает крошки при их образовании, чтобы не летало по станции. Это очень важный момент, потому что космонавт может спать, и во время сна попадают крошки в дыхательные пути, будет сразу там кашель, все, ну, никому это неприятно, поэтому за этим всем следят. А как спаришь наверх? Вот это вентилятор большой. Он выдувает газ углекислый, который ты выдыхаешь, поэтому ты должен зафиксироваться, чтобы не улететь по станции, потому что не затягнешься, заснешь здесь, проснешься там. Весело вот. Никогда не знаешь, где проснешься. Ну, а космонавт понимает, что он спит как бы? Ну, конечно. Да? Нет такого стоит. Ты здесь упираешься сейчас на полу, да, стоишь, там, а в невесомости ты летишь, поэтому нет такого ощущения у тебя не будет. Просто первое время, конечно, сложно, потому что мы привыкли спать, например, на кровати, и мы своим телом куда-то упираемся, да? Поэтому в спальных мешках есть специальные такие веревки, мы себя ими как бы привязываем, чтобы ощущать, ну, какое-то давление. Мы сейчас находимся на станции «Мир», и очень, на самом деле, интересно было сюда попасть, увидеть своими глазами то вообще, как живут космонавты во время полета, просто поближе как-то подойти ко всему этому. Это было очень интересно, и вот это вот самое классное, что сегодня было на самом деле для меня. То, что вы здесь увидели, как-то соответствовало вашим представлениям, впечатлениям вот раньше? Да, я думала, что вот именно все так будет, и это очень классно и здорово вообще увидеть, как это все выглядит и как это все происходило вообще. Вот. И у меня слов нет просто. Ну, понравилось, как еще может быть, оно так быстро все проходит, вроде летаешь, и постоянно мозг работает быстро очень. Я, в принципе, раньше не очень много знала о космонавтике, а сегодня, в принципе, вот в музее я узнала то, ну, в принципе, чего не читала в энциклопедиях, не смотрела по телевизору. Для меня, в принципе, все новое, можно сказать. Вот. И вот впервые полетала на 737-м Боинге. Это вообще здорово. Снаружи видели, как кажется, это просто очень красиво. Да, внутри, да, это действительно очень сложно, и нам попался замечательный экскурсовод, который сумел в красках все объяснить, рассказать множество различных ситуаций, вот, про космонавтику и авиацию. Я понимаю, что я оказалась вот настолько ближе вот, к космосу, к своей мечте, и это, наоборот, это так вдохновляет, и мечты сбываются. Как думаешь, стоит 8 лет подготовки того, чтобы решить полететь? Я считаю, что да, потому что, ну, во-первых, это хорошая физическая форма, во-вторых, это тебя будут считать героем, потому что ты побывал в космосе. В-третьих, это, ну, свои же ощущения от присутствия в невесомости. И когда возвращаешься обратно, давно не видел Землю. Я считаю, что да. Очень-очень здорово. Вот прям даже хочется прямо сейчас полететь в космос с данной площадки. Но нужна подготовка. А готовы отдать вот 8-10 лет на подготовку? Стоит оно того? Я думаю, что если к этому идти, да, оно того стоит. Главное — это цель. И думаю, все эти препятствия вроде подготовок и вообще эти долгие годы, они того стоят, да. Сможешь полететь сам? Я думаю, что да. Мне очень понравился космос после этой экскурсии. Все понравилось, потому что космос изучают даже в наше время, и это очень интересно познать что-то новое. И я готов стремиться даже к тому, чтобы учиться 8 лет, чтобы полететь даже если один раз, то это уже будет великое для меня достижение. И я открою для себя что-то новое, узнаю много нового. И да, я хотел бы даже, может быть, стать космонавтом в будущем. Это нужно. Если вы, вот как раньше, учась в школе, в далекие там 60-е годы, у нас были шефы, как у каждой школы,
там шахта, там завод или еще вот, как они нас водили, я помню, тогда на экскурсии в шахты, и мы спускались и все такое, это на всю жизнь осталось в памяти. Так что и дай бог, чтобы у них это все осталось, и они потом нас вспоминали нормально. Я смотрю, вам самому интересно, вы здесь уже Ну, я же не космонавт, я летчик, поэтому для меня это... Но не все может быть новое, но интересно, конечно, первый раз побывать в центре и посмотреть все это, пощупать воочию своими глазами. Это же история, это и настоящая действительность. Это технологии современные, и все это очень красиво, здорово.